Почти 8 десятилетий пролетело с тех пор, как в Уфу из Бакалинского района пешком пришел 17-летний паренек с наивным, на первый взгляд, но горячим желанием стать писателем. В 1921 году в деревне Ахман в простой кряшинской семье родился мальчик, сын Николай Васильевич. Ахман – его малая родина. Что может быть священнее, нежнее, милее, любимее? Ведь именно она дает силы жить, творить. Она – родная земля, колыбель, благословившая своего сына на творческий подвиг, большие дела и яркую жизнь. Позже, когда пьесы молодого драматурга уже ставились на сценах Уфы и других городов республики, автора переименовали на мусульманский лад, чтобы не приняли творение за переводные. В историю башкирской драматургии он вошел под псевдонимом Нажиб Асанбаев. Невозможно представить себе башкирский театр без его пьес. Не снится ли все это мальчишке, который прилег отдохнуть у края дороги, ведущей к его такому замечательному будущему? Нет, не снится, ведь дорога была ни простой, ни короткой. Член Союза писателей республики, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Башкортостана, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалер ордена Дружбы народов, член президентского совета, народный писатель Башкортостана, фронтовые награды. Нажиб Асанбаев достойно представил свою малую родину на литературном и театральном поприще. Его бессмертные произведения заставляют каждого возвращаться к ним вновь и вновь. Произведения легендарного деятеля культуры, аксакала театральных подмостков, мастера рампы, талантливого писателя Нажиба Асанбаева сегодня поистине классика башкирской литературы, которая всегда востребована. Пьеса «Райса и Файзи» была написана около полувека назад. Спектакли ставились на сценах башкирских, татарских и даже узбекских театров. Тема любви, верности и семейного счастья, которые поднимаются в пьесе, особенно актуальны сегодня, когда семья потеряла былую значимость. Супруги легко расстаются в угоду материальному благополучию и минутной слабости, ничуть не задумываясь о детях, глубоко переживающих развод родителей. Герои спектакля «Райса и Файзи» не сразу приходят к пониманию, что главное в жизни – семейное счастье. Райса и Файзи воспевают оду женской любви, верности и мудрости. «Семь девушек» – это история молодых женщин-актрис, которые сберегли Салаватский государственный башкирский драматический театр во время войны. У героинь имена их реальных прообразов. В спектакле живая история человеческих судеб, театра, страны. В ней дыхание, боль, страсти, смех и слезы. Под названием «Клич» увидела свет статья драматурга. Литератор написал ее, будучи не в силах промолчать, не сказав правды о сегодняшних неприглядных явлениях в обществе, не призвав народ к духовному подъему. «Клич» заставляет людей вздрогнуть, задуматься. Это был удивительный человек. В жизни и творчестве Нажиба Асанбаева все интересно, важно, необычно. Откуда у деревенского мальчишки могла появиться писательская жилка? Ведет рассказ, словно кружево плетет, да с такими затейливыми узорами, то есть образами, деталями, эпизодами. И кажется, что тут же у нас на глазах сочиняет пьесу. Про Нажиба Вильдановича Асанбаева можно говорить вечно. Это человек с большой буквы, человек, который играет большую роль не только в жизни республики и не только в башкирской драматургии, но в первую очередь в жизни нашего Бакалинского района.